Доброго времени, уважаемые телезрители! В эфире спортивная передача «Спорттайм» на телеканале НТС Спорт. Я ее ведущий Азирет Туракбеков. И сегодня мы поговорим о волейболе. Волейбол – популярнейший вид спорта. Первоначально привычный волейбол назывался минтонетом, если я правильно выражаюсь. Появился он 124 года тому назад. Основоположником игры считается преподаватель гимнастики из колледжа в американском городе Холлиок Уильям Морган. Так его зовут, основоположника ныне известного спорта волейбол. И сегодня к нам в студию пожаловали тренер национальной сборной Кыргызской республики по волейболу, а также тренер клуба «Салам Алик» Андрей Владимирович. Здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. А также член национальной сборной Кыргызстана по волейболу и игрок клуба «Салам Алик» Роман Шилов. Роман, здравствуйте, добро пожаловать к нам в студию. Ну, что ж, рассказывайте, с чем к нам пожаловали. Добро пожаловать. Давайте поговорим о волейболе. Конечно, волейбол, как вы сказали, это очень популярная игра спортивная, которая притягивает к себе очень большие массы, как и зрителей, так и участников. И в нее играют как дети, так и взрослые, так и ветераны. То есть этой игре подвластны практически все возраста. Начиная там практически, ну, я думаю, с 5-6 лет уже люди, дети, вернее, начинают играть, и до самой, так скажем, преклонного возраста, потому что есть и 70-летние игроки, и 75-летние. То есть этой игре покорны все возраста. Вот скажите, в футболе, например, если возьмем, если сравнивать в футболе, чтобы стать профессионалом, детей зачастую отдают в 7-летнем возрасте. А вот в волейболе самый крайний возраст для того, чтобы стать профессиональным волейболистом. Ну, в мировой практике тоже такой же возраст привлекают. Но, к сожалению, у нас в стране нет возможности такой возраст привлекать в силу немножко объективных причин. А по физиологическим данным, то 6-7-летние дети могут уже привлекаться в полном, так скажем, объеме к развитию этого вида спорта. Хорошо. Андрей Владимирович, тренер национальной сборной Кыргызской республики по волейболу. Роман, вам вопрос. Роман, расскажите о себе, во сколько лет вы попали в секцию волейбола и как вас туда затянуло? Попал я туда в 10 классе, в начале 10 класса. Я пришел записываться на баскетбол, но мне главный тренер того времени сборной Кыргызстана сказал то, что он не идти по баскетболу, лучше попробовать другой спорт, и предложил волейбол. Вот позвонил Андрею Владимировичу, он приехал и забрал меня. И вы сразу полюбили данный вид спорта? Честно, нет. Первые 2 месяца хотел уйти, но потом мне понравилось. А вот ваш рост составляет свыше 2 метров. Да. Скажите, это плюс или бывают какие-то дискомфортные положения? Ну, в волейболе? Да, в волейболе. В волейболе только плюс. Только плюс. А вы на какой позиции лучше себя чувствуете? На своей центральный блокирующий. Центрально блокирующий. А во время подач вам никакого дискомфорта не ощущается? Нет. Приема? Во время приема есть небольшой дискомфорт, но это тренировки поправимо все. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о недавно отгремевшем чемпионате Кыргызской республики по волейболу, который был приурочен к 90-летию волейбола в нашей республике. Да, у нас в стране в течение 90 лет развивается волейбол. И, конечно, этот чемпионат, он у нас был уже 11-й, так скажем, от счета новой федерации, когда у нас был избран новый президент Илмузар Акич Сатыбалдиев, который как раз-таки и был инициатором возобновления этих чемпионатов, которые в течение уже 11 лет у нас проводятся на территории Кыргызской республики. И множится количество команд, которые участвуют в этом чемпионате. Раньше у нас была одна лига, в которой участвовало 8 команд, но по прошествии этого времени, так скажем, с 2009 года, у нас развитие пошло усиленными темпами. То есть у нас стали появляться новые клубы. Люди видели, как ребята молодые могут участвовать в этих соревнованиях. Потому что соревнования достаточно были ответственные. Все-таки чемпионат Кыргызстана, он проводится раз в году. И стать победителем этого чемпионата было достаточно сложно. Поэтому все игроки старались быть
участниками чемпионата и попадать в самые сильные клубы. Если сказать на данный момент, то этот чемпионат у нас включает в себя две лиги. Это национальная лига, куда входит 8 команд, и высшая лига, куда входит 10 команд. То есть уже у нас количество команд намного увеличилось. Ну, соответственно, и уровень этих команд с каждым годом растет. Выше котируется высшая лига. Национальная лига. Национальная лига. Да, национальная лига. Мы в этом году немножко формат поменяли проведение этого чемпионата. В прошлом году у нас в национальной лиге было 6 команд. В этом году мы увеличили национальную лигу до 8, для того, чтобы обострить процесс соревновательный. Ну и, конечно же, команд, которые хотят участвовать, намного больше. То есть у нас проходил даже отбор в высшую лигу, где 3 команды между собой оспаривали место одно в высшей лиге. То есть на следующий год мы можем пересмотреть количество команд. То есть желающих очень много. И людей, которые хотят при своем, так скажем, положении помогать волейболу, достаточно много, и оно с каждым годом растет. Потому что все-таки этот вид спорта, он понятен людям, и не так много нужно вложений для того, чтобы его развивать, потому что у нас открытых площадок достаточно много в Кыргызстане, где люди начинают играть, и потом, естественно, этот процесс, так скажем, все больше и больше поглощает людей, и им хочется выступать на высоком уровне. И этот чемпионат у нас вот закончился недавно, где у нас 3-й раз подряд стала команда ИРЕМ победителем. Но наш чемпионат в этом году и заключался в том, что мы поменяли немножко сетку и правила проведения, то есть саму систему проведения. Возмущений не было? Нет, я думаю, что этого у нас нет, потому что мы стараемся совершенствоваться в проведении и все время пытаемся, так скажем, заинтересовать все команды, чтобы всем было интересно. Потому что если, например, лидер в течение чемпионата набирает слишком много очков, то к концу чемпионата уже с ним неинтересно играть, и ему неинтересно, потому что... Немотивированный. Да, он уже знает, что он стал чемпионом досрочно, так скажем. Поэтому мы немножко поменялись, и к концу чемпионата у нас каждый из 2 подгрупп, по 4 команды, они вышли, так скажем, с нулями. То есть они начали эту борьбу в 3-м туре заново. То есть первая 4 боролась за первые 4 места, и каждая игра у них это была как бы решающая. То же самое у нас было и во 2-й 4, которая боролась за 7-е, за 5-е, 8-е места. Тоже все были в равных условиях. То есть не было никаких преимуществ у какой-то команды. Поэтому, естественно, уровень, так скажем, интриги перед окончанием был очень высок. Я вам этот вопрос задам, но перед этим хотел бы вам задать вопрос, Роман. Скажите, а почему именно ИРЕМ и в чем сила ИРЕМа в волейболе? Что выше котируется? Физическая мощь, командная работа или все-таки финансовое вложение? За счет чего вот последние 3 года одна команда забирает все лавры себе? Не знаю, наверное, сплоченности. Сплоченность. Вы хотите Команда сказать, что не в вашей расформирована. команде сплоченности немного не хватало? Ну, у нас игроки, бывало то, что приходили, бывало, что уходили. Как-то сыгрываться тяжелее было. Текучка у вас, значит, Да. была мощнейшая. Вот скажите, уровень наших местных волейболистов, он отличается от уровня тамошних, зарубежных игроков? Ведь у вас имеется опыт заграничной поездки. Да, конечно, отличается. Там они уделяют время только волейболу, не занимаются повседневными делами, например, не ходят на учебу. Они только играют в волейбол, только тренируются. Поэтому у них как бы уровень выше становится. А у нас какие у нас отвлекающие факторы тут? Учеба, как-никак тоже там нервы, сессия, такое все. И вам, Андрей Владимирович, почему именно ИРЕМ последние 3 года забирает все лавры? Ну, здесь я думаю, что вот вы перечислили все те позиции, по которым каждый клуб может побеждать. Потому что у нас несколько клубов есть, которые полупрофессионально занимаются этим делом. Но, как сказал Роман, все-таки для того, чтобы показать результат, очень важно, чтобы был костяк команды.
Вот. И я думаю, что все-таки, наверное, где-то элемент везения в этом году был у этой команды, потому что у нас есть и команда Джан Имун, и Улар, и Суламантоо, вновь образовавшаяся команда профессиональная, первая у нас, так скажем, в Кыргызстане из волейбольных клубов. Сейчас мы посмотрим, как этот процесс будет идти и дальше идти, как будут повышать свое мастерство ребята, да, потому что все-таки в каждой команде есть легионеры, которые им помогают очень хорошо, и мы можем сравнить уровень, например, нескольких лиг, которые у нас участвуют, да, это и российская, и узбекская, и казахская, то есть мы плотно с ними общаемся и видим, как мы можем с ними соревноваться, то есть и смотрим на их уровень, так скажем, подготовки. Вот вы затронули заграничных игроков в нашей лиге. Каков ростер натурализованных игроков в нашей национальной сборной? Имеются ли такие? Нет, у нас таких нет. Нет, у вас Нет, у нас все свои отечественные. Да, у нас мы пользуемся, так скажем, привлекаем к себе только наших отечественных игроков. То есть этот уровень, я думаю, что у нас еще впереди. Но с нашим президентом все возможно, поэтому Эльмзар Акиевич, я думаю, в этом нам будет помогать всегда. И он будет только за, если у нас появятся очень сильные игроки в нашем чемпионате. И расскажите нам о национальной и высшей лигах Кыргызстана по волейболу для тех, кто не в курсе. В чем различие, как туда отбираются, что выше стоит? Ну, как я говорил, это вначале у нас создался костяк такой команд, которые участвовали в чемпионате. Вот. И для того, чтобы попасть в национальную лигу, надо было, конечно, занять первые 6 мест в чемпионате Кыргызстана. Но по прошествии нескольких лет это количество команд стало увеличиваться. То есть у нас они делятся по территориальному признаку, так скажем. То есть у нас, например, есть команды из Орской области, из города Аша, да? Вот. Есть и команды Нарынской области. К сожалению, нету Таласской области у нас. До сих пор нету? Нет, у нас команды, игроки у нас присутствуют, но вот именно по территориальному признаку у нас команды оттуда пока нет. Ну, я думаю, что это тоже будет в будущем, потому что любители волейбола этой области, они очень популярны, да? Волейбол там только недавно прошел там турнир, вот, где участвовало много команд. И я думаю, что все-таки количество команд, оно будет расти. Соответственно, если уровень команды невысокий, то она будет играть в высшей лиге. Если она набрала, так скажем, большой уровень, то ей по силам попасть и в национальную лигу. Сейчас у нас 2 команды, Аксы из Аша и Бюркут из Сыкульской области. И они 2 команды вышли в национальную лигу. То есть 2 команды каждый год попадают из высшей в Вот национальную. в этом году, как я вам сказал, мы немножко поменяли формат этого. До этого у нас одна команда, занимавшая 1-е место в высшей лиге, она попадала сразу в национальную, а 2-е место в высшей лиге и предпоследней национальной лиги, они между собой играли переигровку, так скажем. Кто из этих 2 команд выиграл, тот оставался в нацлиге. И входил, вернее, в нацлигу. Или оставался, или уходил. А в этом году у нас решение было такое, что 2 команды, которые занимают 7-8 место, они в высшую лигу уходят, 2 команды в национальную уходят уже без всяких переигровок. Вот. Поэтому в этом году у нас Саламалик и Тинирто Нарынской области, к сожалению, из национальной лиги выбывают и будут участвовать снова, будут бороться за выход, так скажем, в национальную лигу. А где они будут бороться? В любительских каких-то лигах? Нет, в высшей лиге. А, в высшей лиге? Да. Да, то есть они перешли туда, в высшую лигу, и, как говорится, нету вечных чемпионов. Да, да. Вот, поэтому все течет, все развивается. Естественно, каждая команда переживает какой-то тяжелый период, где есть изменения в составе, и где-то омоложение должно быть. Поэтому все-таки этот процесс, он необратимый и всегда будет в любой команде. Скажите, Роман, каковы ваши ощущения? Вы переходите в высшую лигу. Ваши ожидания? Как скоро нам ждать вашего возвращения?
Возвращение в национальную лигу? Да. Думаем, в следующем году уже. В следующем Стараемся, году. да. Вы уверены? Ну, не уверен, но стараться будем. Хорошо, и похвально слышать это от вас. И скажите, Роман, ваша сильнейшая сторона, ваш козырь в игре в волейбол? В игре Какую в сторону волейбол. вы считаете самой сильной? Не знаю, это, наверное, легче со стороны определить, чем на площадке. Скажите, Андрей Владимирович, Ну, у сильнейшая него, сторона Романа? у него, конечно, сильная сторона — это блокирование. Мгм. То есть он достаточно часто справляется со сложными игроками, которые физически очень, так скажем, подготовлены. То есть это и скорость, и высота прыжка, высота съема над сеткой. То есть ему там намного проще это делать, потому что рост ему позволяет Мгм. соперничать, так скажем, с такими игроками. Мгм. А скажите, Роман, часто ли вам предлагают во дворе или где-то на даче, в деревне вашей поиграть в волейбол? Постоянно. Постоянно. Везде. Они в курсе, что вы член национальной сборной, Да. что вы звезда? Один раз даже был случай, ехал в маршрутке, Мгм. и там один мужчина говорит, то, что видел вас по телевизору, и пригласил на дачу поиграть с ним в волейбол. Вы согласились? Нет, я сказал, извините, но не смогу. Я только за деньги соглашаюсь. Нет, нет, нет. Хорошо. Вот скажите, Роман, топ-3 лучших волейболистов, по вашему мнению, в Кыргызстане? Вот Не вы знаю. и еще двое. Кто? Не умею судить людей, Вы не честно. умеете судить. Скажите, Андрей Владимирович, вы, вот у нас Роман скромный парень оказался. Ну, здесь, если я, конечно, так тоже это назову игроков, это мое будет чисто субъективное ваше мнение. субъективное. Вот игроков очень много, которые могли бы посоревноваться в каких-то специализациях, так скажем. Потому что у нас много очень амплуа, в которых несколько игроков, которые показывают достаточно неплохую игру. Поэтому здесь я думаю, что этот чемпионат, он, так скажем, перемешал все карты, и сейчас очень тяжело определить, кто лучший. Если у нас раньше, например, велась где-то статистика, она сейчас выйдет, и вот там мы можем посмотреть где-то чисто визуально, кому-то нравятся игроки такие харизматичные, которые, так скажем, играют очень красиво, но где-то у них есть какие-то минусы, да. А есть люди, которые играют незаметно, но приносят очень большой эффект для своей команды. Поэтому здесь я не могу сказать, что кто-то кого-то может переиграть или это. Но я думаю, что человек 12 можно назвать игроков, которые бы попали в состав, например, национальной сборной, и они были бы у нас в Кыргызстане лучшими. Но сейчас, кстати, после окончания чемпионата есть лучшие игроки. То есть они у Кто нас... был признан лучшим игроком прошедшего турнира? Здесь они и в высшей лиге, одни я вам пофамильно сейчас не смогу сказать, но есть игроки достаточно хорошего уровня. И игрок из Улара, есть игрок из Эрема, и есть и игрок из Джанемуна. Вот они, 3 игрока, достаточно такие, я думаю, что их определили лучшими. И по не столь достоверным источникам я слышал, что позиция либера и игроки из Кыргызстана, которые играют на позиции либера принимающего, они считаются чуть ли не одними из самых сильнейших спортсменов по миру. Так ли оно на самом деле? Ну, для того, чтобы это сделать, нам надо, конечно, по миру выступить, но то, что у нас на отборе чемпионата мира они участвовали, показали очень высокий класс, то да. У нас достаточно высокая такая, ну, по крайней мере, между 3 игроков конкуренция. Я думаю, что сейчас вот в этом году, если будут международные соревнования, будет очень тяжело выбрать из этих 3 игроков достаточно, потому что и Дор отлично играет, и Кутман, и Манас, Нуралыулу. То есть они показывают достаточно очень высокую подготовку, но я не скажу, что, например, в других командах либера намного уступают, но я бы мог сказать, что эти игроки реально претендуют на место сборной. И часто ли случается так, что вы выбрали один состав, а в итоге на турнире себя демонстрируют совершенно другие игроки? Ну, у каждого игрока есть лучшие, так скажем, моменты в жизни, когда они показывают максимальный результат.
есть какие-то моменты, когда у них спад идет физический, например, да, там, и физиологические такие всплески есть. То есть это все зависит, конечно, от состояния каждого игрока. Потому что, как я сказал, у нас профессиональных клубов не очень много, поэтому вся жизнь, конечно, не занимает у этих ребят волейбол всю жизнь, так скажем. Нам бы хотелось, конечно, чтобы это было профессиональное назначение. Тогда бы можно было говорить с уверенностью, что, например, если человек 10 раз в неделю тренируется там, и постоянно регулярно выезжает на соревнования, то эффект был бы виден уже максимум, это минимум через год. То есть в течение года, если человек занимается этим делом, то и результаты вырастут во много раз. Роман, скажите, пожалуйста, вы суеверный спортсмен? Ведь зачастую люди из спортивного мира каких-то своих традиций придерживаются там. Нет, я не суеверный. А вы не суеверны, да? У вас никаких традиций перед выходом, там, кому-то помолиться, кому-то позвонить? Нет у вас таких? Нет Вы такого. просто играете. Я играю в свое удовольствие. А как вы переживаете неудачи? Неудачи? Ну, наверное, отпускаю их просто и все. Вы просто берете и отпускаете? Ну, стараюсь хотя бы это делать. А как вы расслабляетесь после матча обычно? После матча Да. иду домой, сплю, все. И все, это Да. вам хватает. А Да. сколько раз в день вы тренируетесь? Ой, в день, говорю, в неделю? В неделю. Ну, лично я 7 раз тренируюсь. 7 раз. Это каждый день получается? Каждый день. Что входит, так сказать, в подготовку профессионального волейболиста? Подготовку. Но я тренируюсь через день. Один день я тренируюсь тактику с Андреем Мгм. Владимировичем и с командой. А второй день я тренируюсь чисто физику в зале. Мгм. И так через день получается. И что главнее, физика или все-таки мозг в волейболе? Ну, здесь, наверное, они на равных На позициях. равных. Но мозг я, наверное, поставлю на первое место, потому что все-таки, если игрок умный, ему не обязательно иметь большую физику. Если он умно играет, он выиграет. Мгм. Расскажите о своей самой памятной победе и о своем самом обидном проигрыше за вашу карьеру к данной секунде. Не знаю, так сразу не вспомню. Так сразу не смотрю. Ну, большие победы, они еще впереди, я так думаю, Да. да? Это хорошо. Андрей Владимирович, скажите, что все-таки стоит на первом месте? Мышление волейболиста на паркете или все-таки физическая одаренность? Ну, в этом и заключается сложность этой игры, в том, что это сплав всего, что есть хорошего у человека. Это быстрота реакции, быстрота мышления, да? Физическая подготовка, умственная подготовка, техническая, тактическая. То есть любая спортивная игра, она включает в себя массу вот таких вот физических качеств. И, конечно, это умственное развитие, где важна память, да, мышечная память, зрительная память, слуховая память. На все то, что касается спорта, если человек хочет достичь больших, высоких результатов, то это работает все на пределе. Это как вот мы с вами сейчас разговаривали, да, по поводу чемпионата. Вот это было видно в последней игре, когда у нас за первое место боролись две команды. Когда и зрители помогают, и большая ответственность на игрока ложится. Она вдвойне увеличивается, когда человек еще и за свою страну выступает. Как раз таки вот в этих моментах вот такой накал, он и помогает выстоять, потому что против тебя уже стоят не твои там, друзья даже через сетку, да, а именно уже игроки других государств, когда вся страна на тебя смотрит, пускай даже маленькая там маленький телевизор или там мобильный телефон, потому что сейчас у нас передают все это в прямом эфире. И поэтому, если раньше мы ездили, например, и нас никто не видел, и мы могли сказать, что там такие сильные команды, то теперь можно посмотреть и оценить любого игрока, любые действия и соперников, и своей команды. И посмотреть, как человек вырос, например, через год, да, там, через 2, как он себя ведет, как он принимает решения. То есть это все для спортсмена очень важно. И очень сложно, потому что достичь высоких успехов, это, как Роман сказал, это каждодневная тренировка, как и умственная, так и физическая.
И расскажите о раскладе сил в Центральной Азии по волейболу. Какая нация доминирует и занимает лидирующие позиции именно в Центральной Азии по волейболу? Роман. Именно в Центральной Азии. Да, именно в Центральной Азии. Ну, в прошлом году, по-моему, Иран занял первое место Мгм. в Большой Азии. Мгм. И неплохо себя проявил Катар, насколько я помню. Катар. Да. Ух ты. Ну, там большие вливания, да, финансовые в их сборную. Что по футболу, что по волейболу. И все-таки без финансового, наверное, вливания, каким бы ты талантливым ни был, тяжело. Конечно, конечно. А вы как считаете, какая нация, по вашему мнению, в Центральной Азии занимает Ну, лидирующие позиции? если мы в прошлом году мы первый раз попали на азиатские игры и посмотрели, как выглядят, конечно, команды, которые участвуют. Мне лично понравилась команда очень Индонезии, потому что все-таки на расстоянии, когда мы изучали эту команду, не так все было мощно, сильно, быстро, потому что когда мы смотрели, когда они играли свои клубные чемпионаты и сборные команды, то это так не выглядело, как это все наяву. Ну, конечно, вообще в Азии, естественно, очень много мировых лидеров, которые входят там, в 12 команд, 18 команд мировых лидеров. Это Иран, это Япония, это Китай. Ну, как сказал Роман, что и Катар тоже начинает подтягиваться. Когда вы вот спрашивали про вопрос натурализации, то как раз-таки они очень сильно этим вопросом занимаются, потому что в их составе натурализованные игроки из Европы играют. И по-моему, даже и бразилец один есть. Поэтому, конечно, это очень сильно усиливает команду, и специалист из Европы у них с ними работает. Естественно, что все большие старты, все турниры, которые можно выступать в Азии, они выступают. Отборочные чемпионаты, то есть все большие соревнования, естественно, очень влияют на подготовку команды, эмоциональную, функциональную, да, психологическую. Поэтому они очень сильно удивили, конечно, там на азиатских играх многих специалистов, потому что они боролись со всеми мировыми лидерами. Причем это было вот именно на этих соревнованиях, а до этого, конечно, они таких больших результатов не показывали. То есть если команда может, например, проиграть 3-0, но она сражается 1,5 часа, там около 2 часов, то это тоже показатель. То есть они даже если проигрывают, например, там, да, с таким счетом, то каждая партия длится там по 30-35 минут. То есть это достаточно большое время, которое вкладывают люди, чтобы победить. Естественно, команда сопротивляется. Ну а в нашей азиатской зоне, в нашей зоне, где мы участвуем, то у нас, конечно, сейчас очень быстрым темпом развивается Бангладеш, Туркменистан. Сейчас Непал пригласил из Европы тоже к себе тренера. И они начали участвовать тоже в больших соревнованиях, очень выезжать уже они на сборы в Европу пытаются. То есть люди развивают вид спорта, и, конечно, финансирование это стоит не на последнем месте. И, коль мы затронули эту тему, как обстоят дела с финансированием нашей национальной сборной? Ну, наше агентство по физической культуре и спорта уделяет нам большое внимание. Все-таки это огромный пласт такой нашего общества, которое хотелось бы, конечно, побольше видеть нашу сборную на международных соревнованиях, потому что, когда мы первый раз приехали в Бангладеш, мы, конечно, были ошарашены. И для нас команды тех же Мальдивских островов, когда они выходили, играли, для нас большое впечатление произвели. Хотя на следующий год мы приехали, мы их за год подготовились и выиграли. Для нас они уже не были такими мощными соперниками, как в первый раз. Та же команда Бангладеш, то же самое была, мы их выиграли. То есть это все познается в сравнении. И, конечно, такие большие выезды, такие как азиатские игры, они дают огромный опыт нашим ребятам, игрокам, когда они выходят вот на большую арену против таких игроков мирового уровня, то, конечно, они к ним стремятся. Они видят, что, в принципе, с ними можно играть, но для этого нужно постоянно работать, постоянно тренироваться, постоянно совершенствоваться и увеличивать как свою тактическую, техническую подготовку, так и физическую, конечно. Хорошо. Мой следующий вопрос, Роман, вам. Вопрос ребром. Каково жалование у волейболиста? Хватает ли вам
Можете цифры не оговаривать, а просто так. Хватает. чего. Хватает. Вам хватает заработка, который вы получаете. И можно ли прожить на заработок волейболиста профессионального? Но если ты живешь один, то я думаю, еще можно как-то. А если уже семья появляется, то этого нет. недостаточно. А вот помимо волейбола, вы чем еще увлекаетесь? И кем хотите стать? Нет, я хочу стать профессиональным волейболистом. Мгм. Пока что двигаюсь только в этой ноше. Мгм. А по специальности вы у нас? Ну, я учился на станкодизайнерщика и сертификатчика товаров, Мгм. но с последними событиями я отчислен на данный момент, Мгм. так как был выезд в Таиланд, и не дали мне так отсрочить учебу, поэтому меня просто отчислили. В следующем Ой, году буду Что обратно. вы делаете? Ну, зачем так Романа подводить? Следующий- Восстанавливайте Романа обязательно. Обязательно восстановите. Роман вам отплатит Сегодня золотом. только был разговор по этому поводу, потому что у меня еще и команда Политехнического института КГТУ. Я там являюсь тренером. И как раз сегодня завкафедрой был разговор по поводу дальнейшего учебы. Мгм. Так что в этом направлении у нас все хорошо. А, Я думаю, отлично. Прошу Роман прощения. не потеряет ни свою профессию, ни свою возможность учиться дальше. Мгм. Поэтому в институте очень помогают ему. Так что я думаю, что у нас все будет все хорошо и впереди. До скольки лет можно играть в волейбол на профессиональном уровне? На профессиональном уровне? Наверное, настолько, насколько хватит сил. Вот вы видите себя через 15 лет в волейболе? Думаю, да. Думаете, да. Вот скажите, главная причина вашего возвращения обратно на территорию Кыргызской республики? С Таиланда? Да. Контракт закончился? Контракт закончился. Никто не стал продлевать? Ни вы, ни Нет, они? сейчас там у них период отдыха. Мгм. Они отдыхают, не тренируются, ничего не делают. Если пригласят, вы обратно полетите? Не знаю, я думаю, обсудим с тренером Мгм. дальнейшие возможности. Андрей Владимирович, скажите, имеются ли у нас игроки, которые сумели реализовать себя за границей, волейболисты? Но это все у нас происходит за счет того, что наш генеральный секретарь Сарбагышев Кылыч, он очень хорошо контактирует с представителями Азиатской Федерации. Вот, и у нас в позапрошлом году первый выезд был у Онола, Канабекулу Онолбек. Он выехал уже по контракту. То есть его пригласили как игрока для того, чтобы он выступал за тайскую команду и показывал, и помогал им завоевать и титул чемпионов Таиланда, на кубке участвовать, и что он успешно там и сделал. То есть это была первая ласточка наша, которая туда поехала. Он там, так же, как и Роман, полгода отыграл и приехал обратно. Ну вот в этом случае он за Джанамун не выступал 2 тура. Так же, как и Роман у нас в этом году пропустил 2 тура, поэтому у нас, может быть, и такая вот ситуация возникла с тем, что у нас команда не показала такой результат, который бы мы хотели. И после того, как у нас Онол там отыграл, были переговоры нашего генсека Кылыча Сарбагышева с руководством Азиатской Федерации о том, чтобы направить туда на стажировку вот, игрока. У нас была договоренность на 2, но получилось так, что поехал Рома с согласия нашего Эльмурза Ракича, который тоже дал добро на выезд. И получается, что у нас Роман стажировался там. То есть он был по контракту, ну, как стажировщик, как стажер, так скажем. То есть часть расходов брала наша федерация и наш Эльмурза Ракич на то, чтобы он туда пролетел, питался, размещался. Они предоставляли ему возможность там тренироваться и играть, что, я думаю, тоже он успешно сделал, потому что видео тайской лиги у нас очень много в Акипрессе освещалось, где он стал чемпионом Таиланда в составе команды Air Force и вице-чемпионом на Кубке Таиланда. Ух ты, отличное достижение, скажу я вам, Роман. А есть кто может отвлечь вас от волейбола? Плавно перехожу к вашей личной жизни. Есть таковой? Нет, в Нет? данный момент нет. А ваше сердце никем не занято? Девушки, прошу. Высокорослый, красивый, русский богатырь Роман Шилов. Если что, у меня можете взять его номер. Роман, скажите, что нужно сделать девушкам, чтобы завоевать сердце профессионального волейболиста?
Даже не знаю. Даже не знаете, какой вы у нас сегодня скромный. Ну, откройтесь, Роман, откройтесь, скажите. Честно, не знаю. Честно, не знаете. А вот какой совет вы могли бы дать ребятам, которые вот сейчас на нас смотрят, которые в регионах играют? Ведь не секрет, у нас в регионах очень развит это движение волейбол, горячая картошка, есть разновидности волейбола. И что бы вы порекомендовали вот только-только начинающим любителям волейбола? Наверное, больше стараться, больше тренироваться, не бросать то, что нравится. Тогда все получится. Хорошо. Ну, коротко и ясно от Романа Шилова. Вот скажите, Андрей Владимирович, у вас как обстоят дела со скаутской системой? Вы выезжаете ли в регионы, просматриваете ли ребят, или все-таки... Нет. Как это все? Я одновременно являюсь и тренером юношеской сборной команды «Салам-Алик» на базе детской спортивной школы нашей мэрии города Бишкека. Поэтому у меня есть команда «Салам-Алик» взрослая, есть студенческая политехнического института, и есть юноши, которые у меня тренируются. Вот, в этом году у нас команда «Салам-Алик» заняла первое место детской лиги, которую мы проводим тоже как бы для того, чтобы развивать волейбол среди юношеского, так скажем, возраста. То есть у нас и девочки есть, и юноши есть. И каждый год у нас это все время двигается, все время это процветает. Это у нас есть южный регион, где выступают очень много команд. Это у нас есть север есть, где участвуют у нас областя чуйские, ребята иссыкульские, нарынские. Ну, я говорил, что в Талас, вот, жалко, в этом году пытались они приехать, но у них не получилось. Мы их приглашаем на эти соревнования. Значит, у нас соревнования проходят в городе Бишкеке, были 3 этапа, они проходят у нас. Наурус, Бурганак и Алтынкус. То есть вот эти 3 соревнования, где участвуют как и юноши, так и девочки. Поэтому, например, в этом году у меня очень рослая команда, хорошая. Я думаю, что перспектива перейти уже в мужскую команду у них очень высокая. То есть вы напрямую следите за их взрослением, вы с пеленок, так сказать, да, знаете. то есть вот у нас, получается, под моим руководством проводятся эти соревнования, и я всех детей, которые в нашем, например, здесь отделении играют, то есть север, то они проходят все через нас. И все тренера, которые тренируются и работают с этими детьми, они, конечно, все участвуют в этих наших соревнованиях детской лиги при Федерации Кыргызской Республики. И в конце я не мог не спросить об этом, об одной интересной лиге в Кыргызстане. Лига для матерей, как я слышал. Да? Вот такая лига имеется у нас действительно. Да? Там играют представительницы женского пола, у которых 2-3 детей. И исключительно таких туда отбирают, как я слышал. Ну, конечно, если женщина семейная, с детьми, и ей хочется подвигаться, то, соответственно, они пытаются объединиться в команды. Любителей волейбола очень много, поэтому Лига матерей, вот она немножко разрослась до такого состояния, что уже у них там есть ответвления такие, да, вот как сейчас вы сказали, Дильгир, да, может быть, еще какая-то будет лига. То есть лига по областям тоже проводится, и потом победители приезжают сюда, то есть женщины у нас очень активные, и в этом плане я бы, конечно, их всех поблагодарил за то, что, конечно, это популяризация бешеная такого вида спорта, как волейбол. Естественно, что и дети, которые смотрят на своих родителей, они будут продолжать. У меня сейчас в команде очень много детей, родители которых играют в волейбол. Мне с ними проще, потому что дети уже с детства видят, что их родители активно участвуют в этом процессе. Естественно, их проще привлекать, и мотивация у них понравится своим родителям. Продолжить дело родителей, конечно, очень высока. Так же, как и у ветеранов, которые в этом году тоже свою лигу завершили 50+. Я думаю, что это движение очень помогает людям, во-первых, поддерживать свою физическую форму, да, общению. Все-таки работа есть работа, а если и у женщин, и у мужчин есть возможность активно отдохнуть,
и привлечь, так как женщины многие ходят с детьми, конечно, на эти соревнования, то я думаю, что это большая сила в нашей стране, которая движение будет все время поддерживать и множиться. Чем больше мы будем привлекать и детей, и семейные пары, да, и ветеранов в популяризации волейбола, я думаю, что только общество наше выиграет в этом. Роман, вы не будете против, если ваша жена решится пойти в Лигу матерей после Я был родов? только за. Вы будете только за. Вы хотели бы продолжить эту династию волейболистов? Да, конечно. Отлично. На этой такой славной, позитивной ноте мы завершаем наш эфир, ведь, как все хорошее, наше время имеет свойство заканчиваться. Сегодня мы поговорили о волейболе, о нашей национальной сборной, поговорили о перспективах нашей сборной на мировой арене, на азиатской арене. И я хотел бы еще раз озвучить имена героев сегодняшней передачи. Андрей Владимирович, тренер национальной сборной по волейболу и клуба «Салам алейк». Спасибо вам большое, всего вам доброго. Роман Шилов, член сборной Кыргызстана по волейболу и игрок клуба «Салам алейк». Роман, вам успехов, спасибо вам. Желаю, чтобы вы нашли свою любовь. Ну, а для вас работал я, Азирет Турабеков. Увидимся, услышимся. Любите спорт, занимайтесь спортом.